Голосование на выборах депутатов Государственной Думы России и Законодательного собрания Нижегородской области началось в Нижнем Новгороде достаточно активно. Во всяком случае, жители спального микрорайона Кузнечиха шли на участки с самого их открытия. Как все сознательные люди, чтобы проголосовать за будущее нашей страны, за будущее наших детей, за будущее наших внуков. Гражданин России должен переживать за будущее России. Каждый год, то есть каждый раз хожу на голосование. И в этот раз решил прийти. В этом году в Нижнем Новгороде многое сделано, чтобы работа избирательных комиссий была прозрачной. 519 участков в областном центре оснащены видеокамерами, и прямая трансляция весь день будет идти в интернете. А после 20 часов можно будет в режиме онлайн наблюдать за подсчетом голосов. Через систему интернет эта видеотрансляция будет доступна каждому из вас, кто пожелает увидеть с точки зрения увидеть процесс того или иного участка. То есть практически каждый может нажать в своем, так сказать, компьютере избирательный участок, вывести на экран видеокартинку, и она будет отображена. Кстати, срок хранения этой информации постановлением нашей комиссии установлен 3 месяца. Кроме того, за всем происходящим следят наблюдатели от политических партий и кандидатов. Так, на одном из участков в школе номер 49 в Советском районе мы насчитали около 10 наблюдателей, среди которых есть представители КПРФ и «Справедливой России», «Яблоко» и «Парнаса». Среди тех жителей Советского района, которые проголосовали с самого утра, мы заметили и руководителя благотворительного фонда Юрия Балашова, который сам является кандидатом в депутаты Законодательного собрания, но на участок пришел как самый обычный избиратель. Как 16 лет исполнилось, еще я ни одних выборов не пропускал. Вот. Тогда еще маленьким, когда с родителями ходил, а потом, конечно, 16 лет один, и вот каждый раз. Такого еще не было в моей жизни. В качестве примера наше старшее поколение, да, те люди, с которых мы берем пример, нам показывают, что вот именно так надо поступать, чтобы высказать свою четкую гражданскую позицию во время выборов. У выхода с участка волонтеры сразу 2 общественных организаций проводят экзит-пол. Результаты опросов будут объявлены сразу же, как только закончится голосование. Анастасия Грибова, Никита Вертлин, столица Нижней.